Здравствуйте, меня зовут Тимур, и я являюсь тренером по математике Республиканского образовательного центра А+. В прошлый раз вы должны были написать срез. Рассмотрим некоторые задания данного среза. Итак, четвертое задание. Молоко жирностью 3%, из него изготавливают 9 кг масла. Сколько всего нужно молока, чтобы изготовить масло? Итак, получается, масло это жир. И 3% жира в молоке, это из него и получается масло. Чтобы найти все масло, нужно 9 килограммов разделить на 3%. Переведем сразу в число, будет 3 сотых, и получаем 9 умножить на 100 и делить на 3. 3 и 9 можно сократить, от девятки остается тройка. 3 умножить на 100, получается 300. 300 килограмм необходимо молока. Итак, восьмая задача. Потеря массы мяса после приготовки составляет 35%. А масса мяса после готовки 65 килограммов. Сколько мяса использовать для готовки? У нас есть 100% мяса. Во время готовки оно потеряло 35% своей массы. И остается 65%. А теперь найдем общее количество мяса. Мы 65 килограммов делим на 65%, переведенных в число, то есть 65 сотых. Получаем 65 килограмм умножить на 100 и поделить на 65. Вторую дробь не забываем перевернуть, чтобы сделать умножение. 65 сокращается. Получается 100 килограммов мяса. Десятое задание. В день А+ тратит 50 шоколадок. Это составляет 20% от недельной закупки. Найти общее количество шоколадок, которое закупается на неделю. Нам необходимо 50 поделить на 20 сотых, или же 2 десятых. Переворачиваем вторую дробь, получается 50 умножается на 10 и делится на 2. 10 поделить на 2 будет 5. 50 умножить на 5, 250 шоколадок. Сделаем разбор домашнего задания. Итак, первое наше задание. 200 грамм соли составляет 16% засоленных огурцов. Нужно найти массу всех огурцов. Мы 200 грамм, получается, делим на 16 сотых. Давайте сократим сразу по 4. Снизу остается 25, сверху будет 4. Это равно. Получается 200. Мы умножаем на 25 и делим на 4. 200 делить на 4 будет 50. 50 умножить на 25, это будет 1250 грамм. Такова масса всех огурцов. Второе задание. Рабочий заработал денег. Он потратил 11%, у него осталось 7120. Необходимо найти общий заработок. Итак, у него было изначально 100% заработка. Он потратил 11%. У него осталось при этом 89% от заработка. И это как раз таки составляет 7120. То есть, чтобы найти общий заработок, нам нужно 7120 поделить на 89 сотых. Или же 7120 мы умножаем на 100 и делим на 89. Если 7120 поделить на 89, то получится 80. И еще умножаем на 100, дописывая 2 нуля. Получается, что заработок рабочего был 8000 тенге. Третья наша задача. Дан прямоугольник, ширина 17 см, длина неизвестна. Известно, что ширина это 68% от длины. Необходимо найти площадь. Найдем сначала длину. Для этого 17 сантиметров мы делим на 68 сотых. Ну или же давайте умножим на 100 68. Как вы заметили, мы все равно будем переворачивать эту дробь. 17 и 68 можно сократить по 17. От 17 остается единица, от 67 четверка. 100 делить на 4, получается 25. И находим площадь. Умножаем длину на ширину. 25 умножить на 17 получается 425 сантиметров в квадрате. Итак, тема данного урока это обобщение по процентам. Напомним, процент это 1/100 доля. 1% равно 1/100. Причем любой процент можно перевести в число, то есть в дробь. Для этого нужно просто значение процента поделить на 100. К примеру, 30% это 30 сотых. Можно сократить нули и так далее. А также напомним, что взятие процента от числа аналогично взятию доли от числа.
Ну, это вытекает как раз-таки вот из чего. 30% — это некоторая доля. Вспомним, как можно получить число, если мы знаем его процент. Возьмем, к примеру, нашего ученика, который купил шоколадку за айбакс. Он потратил 10 айбаксов, и это является 25% от всех его айбаксов. Нужно найти, сколько у него айбаксов в общем есть. Мы, конечно же, уже знаем, что это число будет 40, но давайте его найдем. То есть мы 10 делим на 25 сотых, или же 10 умножаем на 100 25. 100 делить на 25 это будет 4, 4 умножить на 10 будет 40. И приведем пример подобной же задачи, но только если известна доля. Итак, ученик потратил на шоколадку 10 айбаксов, что составляет 1/4 от всех его денег. Тут, соответственно, принцип тот же самый. 10 это 1/4 от всех его денег, x. Принцип нахождения тот же самый. Мы 10 делим на 1/4 и получаем 40. То есть также стоит запомнить, что нахождение числа по его проценту — это абсолютно то же самое, что нахождение числа по его дроби или доле. Только процент переводим в число, то есть в дробь. Рассмотрим такую задачу. Есть число 15, его увеличивают на 40%, и это число является 10% от нашего искомого числа. Необходимо найти искомое число. Давайте для начала найдем 40% от 15. Это 15 умножить на 4 десятых. Ну или же 40 сотых, нули сократятся все равно. 15 и 10 можно сократить по 5. От 15 остается тройка, от 10 остается двойка. 4 делить на 2 будет двойка. 2 умножить на 3 это 6. 15 сказано, что увеличивают на 40%, то есть на значение 6. Получается число 21. А теперь нам необходимо найти искомое число, если мы знаем, что 10% его 21. Это уже нахождение числа по его доле. И в данном случае мы делим на значение процентов в виде дроби. То есть делим на 1/10. Ну или же опять-таки 10 сотых. Получается 21 умножить на 10 первых. 21 умножить на 10 и делить на 1 получается 210. Это наше искомое число. Следующая задача. Число 48 увеличивают на 25%, и это является 12% от x. Задача с точно таким же условием, различие только в числах. Попробуйте решить ее самостоятельно, нажмите на паузу. Итак, принцип решения такой же, изменились только числа. Получается, мы находим 25% от 48, то есть 48 умножаем на 25 сотых. 25 и 100 можно сократить по 25, сверху получается 1, снизу 4. И в итоге получаем 48 умножить на 1, это 48, и делить на 4, это 12. Теперь 48 плюс 12, так как это число все же увеличили, будет 60. И 60 мы делим на 0,12, либо же 12 сотых. И получаем 60 умножить на 100, делить на 12. 60 можно разделить на 12, будет 5. И 5 умножить на 100, получается 500. А рассмотрим следующую задачу. Ну, на примере, как в прошлый раз. Эту решу я, эту решите вы самостоятельно. Итак, найдите 35% от числа, у которого 17% равно 34. То есть, чтобы найти процент от этого числа, нужно само число сначала найти. Поскольку 17% от этого числа равно 34, то мы, по сути, находим число по его проценту. То есть 34 мы делим на 17 сотых. Это получается 34 умножается на 100, делится на 17. 34 поделить на 17 будет 2, и это число равно 200. 2 умножить на 100. А теперь найдем 35% от, соответственно, 200. 200 умножаем на 35 сотых. Нули сокращаются, 2 умножить на 35, получается 70. И это наше число. И четвертое задание. Поставьте на паузу, попробуйте решить самостоятельно. Итак, 4% от числа, у которого 76% равно 57. Та же самая задача, другие числа. Найдем это число сначала. 57 мы, получается, делим на 76 сотых, или можно сразу умножить на 176,
Сократим по 19. Сверху остается тройка, снизу четверка. 100 делить на 4 это 25. И умножить на 3 это 75. И осталось найти 4% от 75. То есть 75 умножаем на 4 сотых. В принципе, можно сократить 4 и 100. От 100 остается 25. И 75 поделить на 25 будет 3. И это наш ответ. Сейчас на экране появятся 4 задачи. Попробуйте их решить самостоятельно. Итак, первая задача. В магазин завезли лампочки, среди них 16 разбитых, это 2%. То есть 16 лампочек составляют 2%. Найдем общее количество, то есть мы находим число по его доле, то есть проценту. 16 делим на 2 сотых, или же 16 умножить на 100 делить на 2. 16 делить на 2 это будет 8. 8 на 100 800. В общем, привезли 800 лампочек в магазин. Вторая задача. В магазин привезли 340 килограмм овощей, 5% от всей массы испортилось при перевозке, найти массу испорченных. То есть мы, по сути, находим 5% от всей массы. 0 можно сократить. 34 умножить на 5 это будет 170. И делим на 10. 0 сокращается и остается 17. Ответ на вторую задачу. 17 килограмм овощей было испорчено. Третья наша задача. Цена альбома снижена на 15%. Потом еще на 15 тенге. И осталось после двух снижений 19 тенге. Определить первоначальную цену. Давайте запишем это так. Есть первоначальная цена. Ее понижают на 15%. Образовывается новая цена. Вторая. Но ее опять понижают на 15 тенге. И образуется третья цена. И она равна 19 тенге. Итак, давайте найдем вторую цену. Если она была уменьшена на 15 и стала 19, то, соответственно, она будет равна 19 плюс 15. Это будет 34. Теперь, после понижения цены на 15%, вторая является 85% от первоначальной цены. Ну, то есть 100% минус 15%. Тогда мы должны по дроби найти исходное число. А точнее, мы 34 делим на 85 сотых. И получаем 34 умножить на 100 делить на 85. Сократим 100 и 85 по 5. От 100 остается 20. И от 85 17. 34 делить на 17 будет 2. Ну и 2 умножить на 20 будет 40. Первоначальная цена альбома стоила 40 тенге. Итак, четвертая наша задача. Трава при сушке теряет 80% своей массы. Сколько тонн сена получится из 4 тонн свежей травы? Итак, поскольку происходит потеря 80% массы, то остается, соответственно, оставшиеся 20% массы. Итак, мы берем 4 тонны свежей травы. 20% этой массы у нас остается. То есть, чтобы найти, сколько тонн травы нужно накосить, точнее, сколько тонн сена получится, мы 4 тонны, или же 4000 килограмм, умножаем на оставшиеся 20%, или же 20 сотых. И равно. Нули сокращаются. 40 умножить на 20 будет 800. 800 килограмм образуется сено из 4 тонн свежей травы. Итак, второй вопрос. Сколько тонн травы нужно накосить, чтобы получить 4 тонны сена? Итак, получаем 4 тонны в этот раз. Это 20% от скошенной травы. То есть мы делим на 20 сотых, или же 4000 килограмм. Мы умножаем на 100 и делим на 20. 4000 поделить на 20 будет 200. И умножить на 100 будет 20 тысяч килограмм. Но если переводить в тонны, получается 20 тонн. Итак, итог четвертой задачи. Если мы возьмем 4 тонны свежей травы, у нас получится 800 килограмм сена. И если нам нужно 4 тонны сена, для этого нам придется скосить 20 тонн свежей травы. На этом урок подошел к концу.
На этом уроке мы обобщили взятие процента от числа, нахождение числа по его проценту, порешали задачи, где есть и то, и другое. Домашнее задание прилагается. Попробуйте выполнить его самостоятельно и очень правильно. Всем пока!